Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны и человечества темы и беседуем с наиболее интересными людьми. Сегодня у нас тема, которая касается и всего человечества, но и Украины в том числе. А тема — это выборы в Соединенных Штатах Америки, выборы президента. В финал вышли Дональд Трамп и Джо Байден. Ну, там есть еще такие кандидаты мелкие, которых мы не считаем. Два кандидата основных от основных партий. Трамп от республиканской, Байден от демократической. И сегодня весь эфир мы посвятим обсуждению этих выборов. У нас есть телефон, который вы видите на экране. Звоните по нему, задавайте свои вопросы, включайтесь в разговор, если вам будет это интересно. А сейчас я представлю своих собеседников. У нас сегодня такой телемост с Киева с двумя побережьями Соединенных Штатов. На западном побережье Соединенных Штатов с нами на связи Майкл Талан. Привет, Майкл. Да, привет. Майкл — человек, который является аналитиком по социальным сетям. У него очень интересная профессия. И это человек, который предсказал победу Трампа на прошлых выборах, что самое интересное. Поэтому мы вместе, и он такой сильный аналитик именно по таким вот очень интересным политически, общественно-социальным делам. А с восточного побережья Соединенных Штатов, с ветра, стоя на холодном ветру истории, нас приветствует Питер Залмаев, известный журналист и аналитик по международным как раз делам, откомандирован украинской хунтой в Вашингтон, вот, где и, собственно, наблюдает за тем, что происходит сегодня с утра. Я сразу вам хочу сказать, что у нас такая свободная беседа на троих, ребята. Можно друг друга перебивать, можно говорить все что угодно. Это разговор просто втроем перед большой достаточно аудиторией, перед аудиторией, которая очень интересуется тем, что происходит. А у Залмаева ветер дует в микрофон. И очень сильно. Вот. Питер, как меня слышно, Айдер? Слышно нормально? Да, слышно нормально. Но вот пока ветра нет, ты начнешь тогда с Вашингтонщины. Давайте прямо вот по порядку. Как проходят выборы сегодня с утра? Смотри, ну сегодня с утра, да, я с своим оператором уже побывать на нескольких участках в центральной части Northwest. И сразу бросается в глаза, это фактически отсутствие избирателей. Избиратели буквально вот по крупицам можно сосчитать, потому что, как вы уже знаете, наверное, больше 100 миллионов американцев проголосовали. Это ранним голосованием. Это абсолютно рекордное раннее голосование. И по всему опыту проголосовавших тоже рекорды. Планируется, что число будет 170 миллионов американцев. То есть это не беспрецедентная цифра. И чтобы не говорили о многих удручающем выборе, который мы имеем на этих выборах, по крайней мере, американцы не потеряли веру в, наверное, самый главный, хоть и несовершенный инструмент, механизм своей демократии — выборы. Но на самом деле уже сейчас по всему городу можно увидеть, причем задолго до сегодняшних выборов, витрины центральных улиц, витрины магазинов были заколочены досками. И вот такое ощущение осажденной крепости. То есть в 8 часов вечера сегодня, когда уже начнут просачиваться первые результаты из таких штатов, как Флорида, штат Джорджия, Северная Каролина, сторонники как той и другой стороны уже собираются будут у Белого дома и всю ночь будут стоять там в ожидании результатов. Спасибо, Питер. Единственное, что у тебя, конечно, ветер сильно дует в микрофон, и я бы попросил тебя говорить чуть помедленнее, потому что часть слов пропадает просто и по какой-то причине. Но, наверное, слишком много аналитиков сейчас в эфире по всему миру. Вы забили все своими аналитичными. Но к главному мы перейдем чуть позже, конечно. Вот, главной теме. Сейчас тоже вопрос задам Майклу Талану. А что в Калифорнии? У вас же только началось голосование, я правильно понимаю, на восточном побережье, ой, на западном? Ну,
Оно началось с точки зрения сегодняшнего дня. Как правильно сказал Питер, мы имеем беспрецедентный год, когда 100 миллионов человек проголосовали заранее. А происходит здесь очень простая вещь. Я живу в центре, наверное, либеральных таких values. Я живу как на границе между Оклендом и Беркли. И это именно как край двух миров в каком-то степени, когда вы стоите на берегу океана и видите там, песок с одной стороны и воду с другой. Я могу сказать, что город Окленд сегодня ночью начал покрываться весь абсолютно досками на всех стеклах. Это беспрецедентно. Это беспрецедентно, потому что есть риск для тех, кто здесь живут, да, в их головах. Они понимают, что Байден может и не выиграть. И на этот счет, чтобы избежать тех проблем, которые были 4 года назад, когда все-таки несли просто не мой президент, да, not my president, но и потом с BLM movement, после убийства Джорджа Флойда, когда фактически был риск того, что Окленд сожгут. Ну, мой прогноз сегодня, если Трамп выиграет, то Окленд сожгут. То есть вот как город, в принципе, да. Это будет так же, как было в Миннеаполисе после Джорджа Флойда. Вот что происходит. И вторая вещь, которая происходит, на которую я обращал внимание 4 года назад, так как компания, которую я возглавляю, занимается аналитикой в социальных сетях, идет, вообще ничего не изменилось. То есть люди не понимают простую вещь о том, что все абсолютно прогнозы, которые вы видите сейчас в интернете, по телевизору и прочее, представляют из себя мусор. Забудьте о нем. Представьте себе, что выбирают между рыбой и птицей, а прогноз проводят, то есть опрос проводят либо в воздухе, либо в океане. Вот что происходит. То есть люди, которые хотят видеть Трампа как президент, а это не те люди, которые очень активно посты в Фейсбуке пишут. А все эти аналитики, они все настроены над социальными сетями, над потоками данных. То есть то, чем мы занимаемся. Поэтому я это прекрасно вижу. И я хочу напомнить всем про прогноз Нью-Йорк Таймс 4 года назад, когда они писали, что будет разгром полнейший, что это будет позор Трампа. И посмотрите, что это появилось, что получилось в результате. Все абсолютно системы, связанные с прогнозами, с большими данными, под собой имеют несколько базисов, на которых они стоят. И один из них — это то, что прошлое повторится. Они так настроены, все эти системы, все аналитики, что прошлое повторится, что та модель, которую мы нарисовали, то, как мы видим, мы ее просто продлим, и будет так. А 4 года назад мы получили случай, что нет, иногда это не так. И я не разделяю те возгласы, когда я вижу, что все, ну наконец-таки сегодня Байден выиграет. Он, безусловно, может выиграть, но та уверенность, с которой все кричат, что он выиграет, меня удивляет. Я, наоборот, скорее удивлюсь, если он выиграет. Я вот скажу это прямо. И, как вы знаете, система в США — это выборщики. И эти штаты, такие как Калифорния, штат Вашингтон, ведь пропорциональное соотношение выборщиков на миллион жителей, оно разное в разных штатах. Это тоже нужно очень сильно понять. Поэтому по популярному голосу Трамп проиграл на 2,5 миллиона, но он выиграл выборщиков. Все может повториться. И я еще хочу сказать, что вы недооцениваете стратегов Трампа. Это вообще... Он мне в чем-то напоминает, кстати, стратегии работы кремлевских всех вот этих ребят. То есть они создают впечатление о том, что они дураки. Они так запускают, что мы такие дурачки. И что-то. Трамп президентство заменил. Не знаю, вот я единицы людей встречаю. Трамп формально сейчас резидент Флориды. Это очень сильно для американцев. Да? То есть Флорида — это ключевой штат. Это штат, который переворачивается, в котором 29 выборщиков. Когда он выиграл 4 года назад Флориду, когда объявили, что Флорида все, ну я тогда так сказал, что все, мой прогноз был со 100%. Я напомню всем про 2000 год, про Альберт Гор и Джордж Буш в тот момент, когда губернатором Флориды был Джеб Буш, его брат. И когда подсчеты закончились Верховным судом, и когда, по сути, ну сейчас все понимают, что Альберт Гор проиграл битву поствыборную. И я всем хочу напомнить это, о том, что кто вам сказал, что сегодня все решится. Может быть, мы имеем ситуацию, когда будет решаться еще месяц, может быть, 2, потому что, еще раз, Альберт Гор выиграл 3 ноября и проиграл поствыборную битву. И Джордж Буш стал президентом из-за Флориды. И у нас опять Флорида. Я думаю, что мы в начале чего-то очень интересного.
Ого-го. Ну, то есть ты не видишь особой разницы между теми выборами и этими. То есть, на твой взгляд, Трамп не слабее, чем тогда. Да, я правильно тебя Никак. понял? Давайте я объясню. И я вот пишу книгу, может быть, ты знаешь, да, о вот этих всех сталинских преступлениях, которые они были совершались. И помните, 10 лет назад еще, вот, когда мы все собирались иногда, мы думали, ну как так возможно было, что люди ни в чем не повинных людей расстреливали. Да? И я вот тогда начал как раз заниматься вот этой поляризацией. И я хочу сейчас привести пример. Вот была газета «Правда», и были люди, которые ее читали, и люди, которые ее не читали. Были люди, которые слепо верили в то, что там написано, хотя это была чистейшая пропаганда. И люди, которые вообще жили просто спокойным жизнью, то, как мой прадед, который вместе со своим братом умер в сталинском ГУЛАГе. И вот в один момент люди, которые верили в то, что, вот в тот булшит, который написан в «Правде», они начали расстреливать тех, которые жили обыкновенной жизнью. Это радикализация и поляризация. Мгм. А сейчас мы живем в миру в худшем, потому что мы имеем, если вы зайдете в свой телефон и посмотрите общий скрин-тайм, мы имеем 5-6 часов. На данный момент аналитика такая, что в среднем человек скрин-тайм, то есть время, которое вы какой-то экран смотрите, из 24 часов 6, вдумайтесь, вы 8 часов спите, а 6 смотрите в экран. Алгоритмы всех абсолютно платформ, всех, настроены таким образом, чтобы увеличить ваш engagement time. Это я объяснял белорусской оппозиции. То есть, когда они мне звонили, я им объяснял, что вы не понимаете простую вещь. Вот ваш Facebook вы открываете, там current time, как это по-русски Настоящее называется? время, да. Ну, Да, понятно. настоящее. Мгм. Так, второе, и вы это читаете. И с той стороны сервер понимает, что вы это читаете, и вам Ну подсовывают да, то эту есть, же Майкл, мы... да. Мгм. У ОМОНовца другая лента. И в результате возникает ненависть. И мы живем вот в этом поляризованном миру. И забудьте о всех прогнозах в этом миру. Мы не знаем, что будет. Майкл, я сейчас, спасибо, Майкл, передаю слово Питеру Залмаеву. Ты слышал хотя бы... Слышал, да. И вот Майкл, который абсолютно, ну, не практически, наверное, был уверен в том, что победит Трамп в прошлые выборы, говорит, что у него и на этих выборах хорошие шансы. Каково твое мнение об этом? Шансы хорошие, но у Байдена все-таки, давайте признаем, шансы лучше. Если сравнивать ситуацию сейчас, 2020 год с 2016 годом, то есть серьезные изменения по части проведения этих полов, как оцениваются разные демографические группы. Есть понятие weighing by education, то есть когда ты наделяешь ту или иную группу с определенным весом. И вот в 2016 году фактор образования, уровня образования был недоучтен. Это очень важный фактор, который в этом году уже полстеры не будут игнорировать, скажем так, на свой страх и риск. Уже первая, скажем так, проба пера была 2 года назад, если помнишь, в 2018 году состоялись промежуточные выборы, где демократы взяли Нижнюю палату Конгресса США, и полы были безупречно правы. Ну и на самом деле нужно сказать, что в 2016 году полы тоже в целом по стране были правы. И дело в том, что Дональд Трамп все-таки победил Хиллари согласно Electoral College, коллегии выборщиков, вот с абсолютно небольшим отрывом в этих вот штатах ржавого пояса, Висконсин, Мичиган и так далее, при том, что Хиллари победила в целом почти на 3 миллиона голосов. При этом ожидается, что Байден, но это не оспаривает никто, Байден победит по всеобщим голосам, и причем ожидается, что разрыв будет еще больше, в 5 или, может быть, даже больше миллионов. Но даже при этом сценарии, Майкл совершенно верно заметил, все равно есть, что называется, path to victory, дорога к победе Дональда Трампа. Единственное, что вот в этих штатах, которые он взял с небольшим перевесом в 2016 году, Мичиган, Висконсин, Пенсильвания, у Байдена не намного, но серьезней отрыв, и этот отрыв немного более, чем статистическая погрешность. Опять-таки, оптимистический прогноз, да, Дональда Трампа можно списывать на свой страх и риск. Он вот в последнюю неделю до выборов сегодня очень интенсивно выступал своей кампанией во всех этих ключевых штатах. До 5 таких вот мероприятий у него было в день. И многие, вот, живущие в этих штатах,
жители заявляют о том, что вот по их наблюдению, судя по всему, их окружают одни Trump-voters, одни голосователи за Трампа. Все бэк-ярды, то есть дома вот эти вот заставлены флажками в пользу Трампа, пикап-траки ездят. Тут буквально мой приезд в Вашингтон 2 дня назад знаменовался такой колонной по Пенсильвания-авеню вдоль, которая длилась, наверное, 30 минут. Ехали пикап-тракеры, такие вот парни и девушки с флагами Трамп, сигналили, делали это очень громко. Ну, если и настроены они крайне агрессивно. Ну, я должен сказать, что демократы тоже не собираются признавать поражение своего кандидата. Я думаю, что в случае, если Дональд Трамп, как ожидается, провозгласит себя победителем, невзирая ни на какие цифры, мы можем ожидать большой заварухи в американских городах, и вот в частности в Вашингтоне. Это без сомнения. Ни та, ни другая сторона не признает, не считает своего сторонника, своего противника легитимным и не готова идти ни на какие компромиссы. Это уже точно. Майкл, к тебе вопрос. Ты имеешь что-то либо возразить, либо согласиться? Я хочу сказать, всем напомнить, потому что, еще раз, во время этих выборов почему-то все забыли историю. Я напомнил уже про 2000 год. Я хочу сейчас напомнить всем другую историю. Когда я об этом рассказываю, люди, как правило, вот так вот вздрагивают. Она называется Брэдли эффект. Брэдли эффект в политологии, в психологии вошел в историю как то, что случилось на первый раз на выборах, когда выбирали мэра в Лос-Анджелесе, Брэдли, он был черным. Все социологи, все абсолютно говорили о том, что он победит. А он проиграл с большим разрывом. Брэдли эффект — это ситуация, при которой люди стесняются того, что они на самом деле думают. Брэдли эффект — это песня Наутилус Помпилиус. Одни слова для кухонь, другие для улиц. Помните, была такая, когда Советский Союз упал? Фантастическая песня. Бутусов ее написал. Одни слова для кухонь, другие для улиц. Это Брэдли эффект. Когда я абсолютно прав, Андрей Николаевич Ларионов в одном из своих интервью, когда сказал, что в Калифорнии, если сказать, что ты поддерживаешь Трампа, то это значит потерять работу. Вот, если ты работаешь, например, в IT-секторе. То есть это какой-то радикализм среди демократов, перешедший вообще в какое-то ненормальное совершенно состояние. Поэтому я вас уверяю, еще второй принцип. Все те полз, которые вы видите, что по popular vote Джо Байден очень сильно лидирует, я вам говорю, нет. Нет. Есть огромное количество, есть миллионы людей, которые говорят, что они за Джо Байдена, только чтобы их не трогали. А они за Трампа. Они придут в вторую и проголосуют за Трампа. Добавить? Да, можно. Конечно, можно. Да. Ребят, на самом деле это, можно рассуждать так, но на самом деле по сравнению с 2016 годом логичнее рассудить, что таких людей меньше, открыто поддерживающих Трампа. Что им, собственно, скрывать? Вопрос, конечно, сейчас... Я сказал, мой месседж был другой. Не открыто поддерживающих Трампа, а наоборот, по Брэдли эффект, говоря о том, что мы за Байдена, а проголосуют за Трампа. А я говорю именно об этом. Почему им сейчас скрывать и почему ему это делать и в закрытую? Вы, Майкл, недооцениваете того фактора, что также может быть изрядное количество избирателей, которые не хотят говорить о своей поддержке Байдена, в том числе живущих в этих штатах, таких как Огайо, Пенсильвания, окруженные соседями с флажками Трамп, которые боятся сказать о своей симпатии Трампа. Поэтому, когда вы говорите про этот скрытый голос, он может быть как на той, так и на другой стороне. Не забывайте это. Вы понимаете? Это тоже очень важный момент. И в целом, если количество неопределившихся, так называемых undecided voters, в 2016 году было 12,5%, то в этом году их 4,5%, намного меньше. Также нет сколь-либо значимых третьих кандидатов, как было в прошлом году, в том числе Джилл Стайн, господин Джонсон, если не ошибаюсь, и Джилл Стайн очень много оттянула как раз тогда от Хиллари Клинтон голосов. Понимаете? Этого тоже меньше. Опять-таки, да, хочется слышать, я не скрываю, и вы, наверное, понимаете, на чьей, Айдер точно знает, на чьей стороне мои симпатии, и можно себя как бы увещевать, уговаривать, этот фактор тоже присутствует, и, конечно же, полстеры тоже люди, и они тоже, наверное, подвержены собственным преференциям, да, но, опять-таки, когда мы сравниваем в 2016 году, есть действительно объективные причины видеть, что ситуация все-таки немного другая. Также не забывайте, что Дональд Трамп проигрывает на 25%, меньше женщин за него проголосуют.
чем за своего оппонента. То есть женщины, suburban women, женщины, живущие в пригородах, это очень важный сегмент, настроены резко против Трампа. А также пожилые люди, которые находятся в группе риска по ковиду. Все, что я говорю, это говорит о том, что давайте дождемся результатов и результатов радикализации. Я хочу сказать две вещи еще, о которых забыли все, кто кричит, что Байден победит. Одна из них — Defund Police, вторая — BLM. BLM — это угроза для Trump-supporters. BLM — это сила, которая тех, кто был за Трампа, но не голосовал, в этом году пойдет голосовать. Потому что BLM — это для них, это то, что может отобрать у них последнюю надежду на возврат к нормальной жизни. Вспомните 16-й год, забытые люди, да, это то, что Трамп как бы он апеллировал к забытым. А Defund Police, на мой взгляд, была самой большой катастрофой демократов за последние 20 лет. Вот те, кто придумали этот мувмент, давайте разгоним полицию, но вы получили всех полицейских Трампов, всех абсолютно. Абсолютно однозначно. Всех. Потому что для них, что такое Defund Police? То есть демократы вдруг почему-то в какой-то момент решили, что если ты выглядишь self-мороник, но говоришь что-то против республиканцев, то это нормально. Я считаю, нам надо всем дождаться результатов. И я с вами, кстати, согласен, знаете где, Питер, что по popular vote, может быть, будет все не так красиво. И здесь я опять хочу напомнить о том, что совершенно неважно, 70/30 или 90/100 проголосует Калифорния. Она может проголосовать 100/0 и все равно получит 55 выборщиков. Игра идет на других полях. Понятно. Поэтому вы сказали, что там будет 5 миллионов разрыв в сторону Байдена. Я удивлюсь, если это будет так. Удивлюсь просто. Я не говорю, что будет, но я удивлюсь очень сильно. Питер, да, говори. Да, ну, не хочется каждый раз цепляться так, друг за другом, кто что сказал, но опять-таки я вот скажу, немножко внесу в корректив то, что сказал Майкл по поводу Defund Police, чтобы просто показать в целом, насколько противоречивая как социология, демография, полы все и так далее. Вот Майкл сказал про Defund Police, действительно непопулярно, если взять население в целом, месседж, исходящий из прогрессивно-левого крыла партии демократов. Но опять-таки понятно, что Трампу и компании нужно было притянуть туда и втянуть туда, в эту когорту, как Байдена, так и Харрис. Но, извините, Байден всегда был центристом. И, собственно, 20-30 лет назад, во время президентства Клинтона, на самом-то деле выступал за очень драконовские, что называется, законы, за ужесточение законов, в том числе тех законов, которые били по меньшинствам, в том числе афроамериканцев. А про Камалу Хэррис я вообще молчу. Камала Хэррис была очень жесткой прокуроршей в штате Калифорния, и долгое время демократы были не уверены, что это очень хороший кандидат именно что касается поддержки афроамериканцев, которых она очень и очень с большим аппетитом сажала за решетку. Ребят, вопрос к обоим. Ну, по очереди, значит, с Майкла начнем. Мне тут несколько людей были. Я просто боюсь переврать, чья цитата это, но это точно очень серьезные люди. Это дипломаты и бывшие министры, которые говорили, что очень большое значение имеет явка. И да, это я понял. И как-то мысль была такая, что чем выше явка, тем больше шансов у демократов, у Байдена. Действительно ли так это насчет явки? И, да, вот сейчас про явку, там буквально даже коротко. Вот Майкл, а потом Петя. Окей. Это отличный абсолютно стейтмент, и здесь он связан со статистикой в базисах статистики. Если вы ее изучали профессионально, как это делал я, то вы знаете, что все люди, которые что-то запостили сами, которые сами сказали, например, я за Байдена или я за Трампа, они из себя представляют статистический мусор. Потому что учитывать нужно только тех, у которых спросили, то есть у которых не было интента что-то сделать. Потому что когда у человека есть интент что-то сделать, это байс. Так вот, это опять сравнение рыб и птиц сейчас идет. У них есть где-то внутри wishful thinking, что тех, кто не голосовал в принципе, там больше демократов. Вот они так считают, они так решили. Почему они так решили, я не знаю. Вот у меня, например, нет никакого базиса, чтобы понять, почему они вдруг так решили. Я не знаю. Я считаю, что больше неопределенности, чем в этом году. Вообще не испытывали. Может быть, все что угодно. И игра после. Питер, твое мнение. Питер. Вот тут согласен, солидарен с Майклом. На самом деле непонятно, какие группы остались дома, голосовали либо по почте, либо вообще не голосовали в силу ковида. Есть такая мысль, что демократы наиболее
настороженно относятся вообще к передвижению на поверхности за пределами своего дома и вообще не будут мотивированы идти голосовать и так далее. Но, опять-таки, та цифра, что 100 миллионов голосов проголосовало заранее, и из них изрядная доля проголосовала по почте, беспрецедентное количество людей, дает основание полагать, что вот как раз по этому вопросу будет очень много споров, в том числе тяжб по штатам и вплоть, возможно, до Верховного суда, как это было в 2000 году, где сейчас, благодаря назначению недавнему Эйми Конни Берретт, укрепилось, причем сильно, с перевесом 6-3, консервативное большинство. Именно этот марджин, вот, который имеет сейчас Трамп и будет иметь проголосовавших по почте, а это точно известно, что большинство голосующих по почте — это демократы. Вот это, наверное, единственное, что можно сказать более-менее с уверенностью. Вот именно вот этот фактор может сильно ударить именно по демократам. Ребята, а явка, правда я читал, что это чуть ли не самый высокий процент в отношении явка с начала 20 века, с тех выборов, по-моему, когда Тафта выбирали, что ли, что-то такое я слышал. Да, безусловно. Это беспрецедентно сейчас. Сейчас и беспрецедентное количество, кто проголосовал до, то есть до третьего, беспрецедентное количество. Еще никто не знает, сколько их сегодня еще придет. То есть это будет, безусловно, беспрецедентная явка. Именно поэтому я и говорю, что, ребята, послушайте специалистов больших данных, не работают модели, когда вы видите новое поведение. То есть все модели под собой имеют основания, что прошлое повторится. А оно не повторится на этих выборах. Поэтому мы не знаем, что будем. Это uncertainty, это неопределенно. А скажите, Петр, а как ты думаешь, результаты выборов? Вот с одной стороны, вроде там много по почте, много так-сяк, но с другой стороны, считать-то все равно будут сегодня, да, начиная с определенного часа. Абсолютно нет. Когда мы узнаем результаты выборов более или менее определенные? Или они будут определенными только тогда, когда перевес в ключевых вот в этих штатах перевертышах будет на стороне одного из кандидатов, а в других случаях это будет долго еще тянуться? Вот. Свет. Ну, ты абсолютно верно сказал, Айдер. Наша дурацкая федеративная система, я это говорю, наверное, все-таки в кавычках, она такая, какая она есть, другой не имеем, диктует тот факт, что у каждого штата свои правила подсчета голосов и так далее. И где-то можно читать уже сейчас, с самого начала дня подсчитываются голосования по почте, где-то это можно сделать только уже по закрытию участков, как, допустим, в самом, наверное, главном решающем штате Пенсильвания, где будут читать только после, и Трамп поэтому и заявляет, что подсчет должен закончиться при закрытии участка, и все, и точка, по понятной причине. Поэтому очень много этих вот неизвестных составляющих здесь. Наверное, с 7 часов вечера по американскому времени мы уже будем получать первую картинку вот из этих штатов восточного побережья. И только в случае, если в них массивный отрыв между кандидатами, если, допустим, Байден берет Огайо, это означает, что он, скорее всего, возьмет и Пенсильванию, и Мичиган, и Висконсин, и тогда до свидания. И если Байден берет Флориду, до свидания. Но опять-таки мы говорим об очень важном разрыве, и очень многие результаты, первые, которые мы будем получать, в частности, по Пенсильвании, в частности, по Флориде, они будут недостоверными, потому что будут читаться, допустим, определенная группа голосов, допустим, первыми станут известны там определенные графства в одном отдельно взятом штате, которые всегда голосуют за демократов. Поэтому вплоть до самого вечера мы можем иметь результаты, которые потом, как только переходят к подсчету других графств или к подсчету голосования по почте, будет кардинально меняться. Согласен, Майкл? Да, конечно, все штаты имеют свои правила, и, безусловно, если вы смотрели все предыдущие вот эти вот дни выборов, очень смешно иногда, как Калифорния сразу отдает, то есть они вообще даже никто не думает даже, и об Орегоне как будто этих штатов нет. И я могу сразу сказать, то есть будет картинка, где будет написано 270, и будет игра. То есть есть ли у нас еще где-то неопределенность? И как только, я даже смогу сказать, как у CNN будет в этом году, у них будет так, у них будет нарисовано 270 для Байдена, будет стоять такая вот линия, это гарантированно мы получим, но даже еще не объявили, и это связано с тем, что солнце идет от Нью-Йорка к Сан-Франциско, и они не могут объявить, да. Они там, вот все, что слева, все это Гавайи, хотя, кстати, Гавайи — это интересный вариант, я только что вернулся с Гавайев, только что я там 2 недели был, как только они открылись. В этом году даже Гавайи интересно. Я могу рассказать вам, друзья, потрясающую историю. Мы на пляже встретили учителя из школы, она сказала, среди моих 18 учеников в 7 классе
среди родителей сейчас нет людей, у которых есть работа. И у меня просто вот волос. Она говорит, нету. Я говорю, как? Она говорит, понимаете, все все года здесь ненавидели туристов о том, что они вот здесь все. А оказывается, кроме туризма здесь ничего нет. И сейчас мы ждем, чтобы они все вернулись. И эти люди, они очень сильно боятся того, что они не получат работу. У них где-то в головах, и я говорю, а как вы вот все? Они говорят, ну мы надеемся, что Трамп нас защитит с точки зрения работы. И я вот так вот сел прямо, я говорю, подождите, если Гавайи будет в этом году республиканским, она учитель в школе, она сказала, это возможно. Мгм. И я опять про себя подумал, это та самая неопределенность, ведь еще ковид. У нас все в кучу. У нас это беспрецедентная абсолютно ситуация. Поэтому вы забудьте обо всех своих моделях. Это то, что я всем говорю. Забудьте. Не работайте. Ни одна ваша модель. Мы не знаем, что будет. И Гавайи, если они будут республиканскими, то кто потом будет говорить, что мы это предсказывали? Ребята, скажите, пожалуйста, все-таки Америка — это страна, где букмекерство зародилось еще бог знает когда, и вообще все эти шоу, оценки, рейтинги, критерии — это вообще все Америка начала прошлого века, например, да, все эти рейтинги во время трансляций, боев и всего остального прочего. Какие дают ставки на победу Трампа и на победу Байдена люди, которые делают на этом деньги, на этом бизнесе? Петь, твоя очередь. Да, Петь, твоя очередь. Ой, я не знаю, вот этот вопрос, у меня хватает в жизни пороков и грехов. На мое счастье, вот, гэмблинг, азартные игры не являются таковым. Я единственное могу опять-таки сослаться на, наверное, самого престижного известного полстера, агрегатора Нейт Силвер, 538, это общее количество голосов электорального колледжа. Вот согласно ему, из 100 сценариев, то есть там речь идет о 1000 разных сценариев, которые были обработаны машиной. Вот из 190 за победу Байдена, но это не процентов победы голосов, а вероятность. И 10 за Трампа, причем указывается, что 10% вероятности победы Трампа — это очень незначительный показатель, очень существенная цифра. Да, Майкл, а ты знаешь что-то про букмекеров? Ну, я вот как раз видел то, что сказал Питер, да, я просто даже удивился, у меня он выскочил, мне друг выслал, говорит, смотри, пишет 10-90, а ты все говоришь, что там 50/50. Я опять махнул рукой, потому что это еще раз подтверждение того, что просто идет поляризация. Но это же явно, ну согласитесь, что это радикально, 10/90. Вот посмотрите на это критически, это радикализм абсолютный. Но, будет ли так? Нет. Но букмекеров ты не смотрел, да? Нет. Я смотрел, но Жень Чичеваркин опубликовал одну из UK компаний. Она дает 50/1. Как? Еще раз? 5/1? 50. Это что значит? Расшифруй. Это значит, что если вы поставите $2000 сейчас на то, что выиграет Трамп, то они превратятся в миллион. То есть букмекеры практически считают невероятной победу Трампа? Да, и Женя Чичеваркин, можете зайти к нему в Инстаграм, у него прямо в Инстаграме это есть пост, потому что он сам с этого обалдел. Это в UK, то есть в UK есть букмекер, в UK. А, в UK, а в USA? Да. А что в USA у нас? Сейчас Лас-Вегас закрыт, то есть я тоже не слежу за этим, я не хотел это здесь. Я просто удивлен вот был, когда я это увидел, что 50/1, и он там тоже пишет, у вас есть $2000? Ну вот поставьте, пожалуйста. Но я неправильно сказал, там в миллион, 100 тысяч они превратятся, простите, я неправильно умножил, там 20 тысяч можно в миллион превратить. Но 50/1, ну я не знаю, как этому сказать. Ну, то есть... Но смотри, это все-таки вот из всего, что мы обсуждали, это наиболее серьезный аргумент в пользу Байдена, потому что тут люди деньгами рискуют, хозяева этих компаний, например, да? Уже не будет. Да. Нормально. Деньгами. Да. Петя, а что скажи мне, пожалуйста, теперь твоя очередь, Питер Залмаев. На чьей стороне симпатии условно выходцев из бывшего СССР? Потому что тут такая каша, это точно по Фейсбуку разобраться нельзя. У меня есть ощущение, что на стороне Трампа очень сильно, да? И если это да, или если это нет, то почему? Объясните и ты, пожалуйста, по очереди. Да, очень сложный вопрос, очень серьезный вопрос, хороший вопрос. Если мы говорим про брайтонскую, нашу нью-йоркскую сердцевину нашей миграции, да, мы говорим все-таки про Брайтон-Бич, выходцев из Советского Союза, изрядная доля еврейской национальности, да, то есть это начиная с волн еще брежневской миграции 70-х, которые задают тон посредством СМИ, там, Давидзон Радио и другие, которые с самого начала своего существования в Америке всегда были на позициях
республиканской партии. То же самое можно сказать и о старой украинской диаспоре, еще той 40-х годов, которая тоже в основной своей массе присутствует в городах там, Филадельфия, Бостон, Нью-Йорк, конечно же, тоже республиканцы. И даже несмотря на столь неоднозначный, скажем так, подход Трампа к вопросу Украины и России, остаются ярыми республиканцами, соответственно, зажавши нос, продолжают голосовать за Трампа. То есть это уже объясняет как бы, вторую часть этого вопроса, почему они это делают. Ну, потому что считается, что республиканцы всегда были наиболее последовательными по вопросам международной политики и противостоянию. Тогда это был Советский Союз, сейчас это Россия. Для евреев выход из Советского Союза очень важный вопрос, конечно же, безопасности Израиля и того факта, что Дональд Трамп очень умно, хитро с политическим чутьем подошел к вопросу Иерусалима и вот буквально росчерком пера перенес столицу из Тель-Авива в Иерусалим. Это очень важный шаг для обеспечения поддержки евреев и Израиля, вообще всего Израиля, весь Израиль полностью за Трампа. Да? Ну и недавно, ты знаешь, вот, такой вот серьезный задел, как считает Трамп, на следующую премию мира Нобелевскую, которую он не получил, и очень грустный по этому поводу, считает, что это очень несправедливо, это его мирное посредничество на Ближнем Востоке и историческое подписание мирного договора о дружбе между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Ожидается, что за ними пойдут другие страны, в том числе Саудовская Аравия. Я тут единственный раз позволю свое небольшое мнение вставить. Если оно неправильное, вы смело можете его опровергать. Да, безусловно, вот этот шаг был Трампа такой очень популистичный по поводу переноса посольства США в Иерусалим. Но, с другой стороны, Трамп ушел из Сирии и оставил Израиль на севере с русскими и с всякими товарищами из Хезболлы и так далее. И, как бы, ну, наверное, есть люди, которые фасад считают важнее содержимого, да, но мне почему-то кажется, что вряд ли безопасность Израиля выросла, а то, что Израиль договорился там с Соединенными Эмиратами, ну, Эмираты и раньше с Израилем не воевали, насколько я это помню, да, но это такая ремарка, да. Еще касается, что люди еврейской национальности, ну, мне кажется, что там все-таки люди советской национальности в основном, так, то если шире брать, да, то есть они из Советского Союза, это моя версия, опять же, да, такая, и что очень странно, что эти люди считают, что раньше, я вот просто сейчас слышу, что они считают, что Путин хороший. Это люди, либо они, либо их отцы и дети бежали из Советского Союза, а теперь они считают, что Путин это зашибись, а Трамп зашибись еще и потому, что Трамп, он все-таки немножечко, я прошу прощения, расист, да? А в Советском Союзе кто жил, тот знает, да? Что там всегда было кто-то все равны, но кто-то был равнее. И были всякие черные и так далее. Но это, опять же, не мешает бывшему, так сказать, советскому гражданину еврейской национальности, которого там обзывали при Советском Союзе, здесь считать кого-то вторым сортом там, и так далее, и так далее. Это тоже часть менталитета советского кастового вот этого общества. Я свое мнение сказал, теперь, пожалуйста, Майкл. Добавь Петя, а потом Майкл. Ну, да, вот, я хочу сказать, да, и даже, я читал твои посты, Айдер, по поводу БЛМ и реакции нашей иммиграции и вообще украинцев, как живущих в Нью-Йорке, так и украинцев, живущих в Украине, на БЛМ. Это тот же синдром, который я тоже заметил, найти еще низшего себе по статусу, чтобы знущатися, да, над ним, так сказать, по-украински. Этот феномен, несомненно, присутствует, да. С другой стороны, вот ты все сбросил в кучу, как бы что-то я с чем-то соглашусь, с чем-то нет. Все равно, да, будучи homo советикус, эти иммигранты старые, они всячески вот пылают ненавистью к социализму и к коммунизму. И вот эта идея привязать Байдена и Харрис к радикальной социалистической, коммунистической агенде, да, то есть повестки дня республиканской партии, вот она на них работает, на самом деле. Несмотря на то, что, опять-таки, и тот, и другая, они центристы, будем называть вещи своими именами. Но вот если вы послушаете диаспорян наших, и украинских, и евреев из Брайтона, вот социализм не пройдет. Вот я вступал неоднократно в споры и в дебаты с такими персонажами, и вот у них это просто как буквально красная тряпка социализма, которая заполонила их взгляд, и они ничего не видят. А еще и последнее добавлю. Вот то, что ты сказал, тут я не согласен. Как раз этот когнитивный диссонанс, он лежит в том факте, что те, которые поддерживают Трампа, все равно остаются на яро антипутинской позиции, или, по крайней мере, так заявляют. Опять-таки, можно поспорить по поводу их искренности. Но вот есть такой феномен против Путина, за Трампа. Якобы Трамп
главнейший враг Путина, но об этом просто вот мы не знаем. Сейчас я маленькую реплику скажу. Меня, если честно, да, я писал то, что ты говоришь, но меня, если честно, тоже немножко смущает и пугает вот эта левацкая, я бы даже сказал, не левая, а левацкая часть сторонников демократической партии, которые вот реально просто, ну, отменить полицию, ну, ребят, ну, наверное, можно быть леваком до какой-то степени, да, но до такой степени леваком быть это уже опасно, да. Айдер, Да. это то, что я сказал, это на самом деле фраза, которую я взял у Питера Силя. Self-moronic. То есть самый идиот. То есть они не стесняются, это сказал Питер Силь, они не стесняются быть self-moronic, то есть выглядеть идиотами, понимая, что я сейчас выгляжу идиотом. Ну как можно сказать, давайте отменим полицию? Ну всем же понятно, что ты же... Я, кстати, сейчас хочу ответить на тот вопрос, который ты сказал, спросил. И, Айдер, ты фантастическую вещь в самом начале сказал. Содержание или фасад? И у меня вот в той аналитике, которую мы делаем над социальными сетями, у меня есть 2 слайда. Это я и мои друзья, и друзья моих друзей. И количество постов, которые люди делают касательно политических. И как вы думаете, за последние, вот если взять, как мы там делали последний раз на 1 ноября 6 месяцев, сколько постов на то, что, слава тебе Господи, наконец-таки сейчас Байден вернется, а Трампа не будет в процентном соотношении? Наверное, поймете, что 100. То есть люди в Фейсбуке, вот, особенно здесь, в Калифорнии, особенно воспитанные, образованные и прочие, они не могут написать, что они за Трампа. И я не могу написать, что я за Трампа. А ты за Трампа? А ты за Трампа? Я категорически против Байдена. Вот Мне так, все равно, да? вот ту фразу, которую ты сказал, она отражает мои политические как раз симпатии. Мне все равно, какой фасад, я за содержание. Я считаю, мне все равно, какой... Я понимаю, что фасад ужасный. Я понимаю, что... но я еще понимаю, что Америка — это не Россия. Здесь работающие структуры. Я знаю, что сейчас есть что ответить Питеру, но я тебе просто коротко скажу, потом Петя добавит. А не смущает тебя то, что Байден открыто восхищается Путиным и что он мечтает? Я ровно об этом и говорю, что есть еще другое. Проанализируйте работу любого американского президента и даже Обамы. Кто был такой Обама с 8 по 12 год? Скромный мальчик, который ходил по всему миру и говорил, как говорят здесь в Калифорнии, peace of the people. Peace. Не, ну слушай, при Обаме, я прошу прощения, случился аннексия Крыма. Он загнул так. Я к чему это говорю? Байден — это сумасшедшее усиление Путина. Мы этого не хотим. Послушай, Миш, он начнет заигрывать с ним. Миш, но Байден сам все-таки центрист. Тут я соглашусь с Питером. Он Украину знает. В отличие от Трампа, он про Украину что-то говорил. Прочитайте скрипт Байдена в Конгрессе США 2009 год, после которого Андрей Николаевич Ларионов свое интервью давал. Ну, посмотрите, что он говорит. Он говорит, давайте все-таки забудем, проведем черту и начнем с чистого листа. И посмотрите интервью Буковского, которое он давал. Миш, Майк, еще я помню, когда при Обаме и Байдене, опять же, была идея перезагрузки отношений с Россией. Это все оттуда. Это Байден автор, не Клинтон. Байден автор этой программы. Ну, если честно, то я даже подписал, наверное, может, Питер тоже подписал, я не знаю, целую петицию от украинских интеллектуалов. Я себя там таким не считаю, но попросили прочитать и подписать, чтобы, не дай бог, при случае, если выиграет Байден, да, чтобы, не дай бог, вот эта абсолютно инфантильная идея перезагрузить отношения с Россией возобладала в умах, да? Вот видишь, Петь, у Миши совсем другое мнение. Смотри, я хотел, во-первых, прокомментировать визуально вот такое, посмотри на мне, шапку цветов красного яркого, цвета мага, это трамповских бейсболок, и вот белые буквы вышиты на ней. На самом деле я подхватил эту шапку с моим коллегой Тарасом из Каспийского дома. На самом деле ничего общего с Трампом это не имеет, но вот надев ее, я вот все 3 недели, что был в Нью-Йорке сейчас, это был такой эксперимент. Нью-Йорк — это по уровню поддерживающих Трампа, Байдена, ненавидящих Трампа, это примерно как Калифорния, да? Так вот, ну, никто мне замечания не сделал, но было очень много постоянные такие вот тревожные взгляды. Что, красная шляпа, красная бейсболка на улицах Манхэттена? Да, это так. На самом деле точно так же, как и пробайденовская шляпа на улицах какого-то там маленького городочка в Алабаме. И не забывайте, 4 дня назад
молодчики, вооруженные молодчики на пикап-траках в Техасе заставили сойти с дороги автобус компании Байдена. Это к разговору, кто более озлобленный. Да? Но я вот буквально еще вернусь к теме, которая вот не дает мне покоя. Да, вот по поводу заявления, что Байден вот крайне усилит Дональда Трампа. Ну, ребята, есть же заключение американских спецслужб, многих, в том числе ФБР, которые и сейчас утверждают, что продолжается вмешательство со стороны российских хакеров, киберпиратов и так далее, и оно продолжается на пользу Дональда Трампа. Объясните мне, если Байден выгодней Путину, то почему он продолжает топить за Трампа? Но я тут более близок к твоей позиции, Питер, потому что я все это наблюдал на тех выборах. Я видел поросячью абсолютно радость Кремля по поводу Трампа. И я не слышал из уст Трампа ни одного плохого слова в отношении Путина, что тоже, в общем, симпатий моих лично к нему не добавляет. И, ну, я за Украину переживаю. Но хотел задать вопрос еще такой, может, по быстрому ответу, а потом про Украину и спрошу последнее. Все-таки система устоит, не будет, как бы не пойдет в разнос американской демократии, когда просто никто не будет ничего признавать. Те или другие результаты. Спасибо, Айдер. Это я своему сыну спросил, я очень люблю с ним общаться на политические темы, ему там 16 лет, и он учится в очень хорошей школе, и там они все политически активные. Вот среди молодежи, я не знаю, как эту молодежь назовут, которым сейчас 16, существует четкое мнение, что Electoral College надо отменять. Эти выборы могут быть триггером. То есть отмену голосования вот этого пропорционального по штатам, которое на самом деле непропорциональное на общенациональном уровне. Потому что всем уже понятно, что тогда, когда его вводили, это имело смысл. Но Америка такая страна, здесь любой закон издать это вот так, пальцем стук, а отменить что-то, это нужно десятилетия. Это кто здесь живет, это знает. Но молодежь, которая будет голосовать в следующий раз, очень интересное психологическое сознание. Они ждут следующего голоса, то есть следующих выборов, потому что они смогут голосовать. Вот им сейчас 16-15, там некоторым 17, они тусуются, обсуждают, они очень серьезно там вот именно вникают в каждого. И они, кстати, что интересно, молодежь понимает, что Трамп это фантик за республиканской партии. Я даже на них смотрю, говорю, вы действительно это понимаете? Они говорят, да, но это просто, ну вот он такой, но там же все-таки серьезнейшая партия, старейшая партия. Мне было так приятно это слышать. Там же есть умные люди, которые прекрасно, у них есть своя политика. Меня поразило, когда 15-летние люди говорят, они просто внедряют свою политику. Вот их политика сейчас такая. Вот они считают, что это правильно. Они считают, что в данной ситуации по ковиду нужно отменить полностью рабочие визы и запретить даже женам программистов въезжать, если они на HV. Это вообще беспрецедентно сейчас. Майкл, Питер, у нас ровно по 2 минуты каждому даю. Что с Украиной? Победит Трамп или Байден? Плюсы или минусы для Украины? У вас по 2 минуты ровно у каждого. Питер. Ну, я скажу на самом деле, что в целом для Украины разница будет не конкретно от отдельно взятой партии, потому что и у демократов, и у республиканцев, если мы не берем сейчас конкретно Трампа, остается позиция достаточно понятная и традиционная полного противления российской агрессии, поддержки Украины, и она сильно не изменится, даже если Трамп будет переизбран. То есть политикум по части внешних вопросов, по части Украины сохранится, но в целом архитектура международная, я думаю, будет, если будет переизбран Трамп, не будет на пользу Украины, потому что вот продолжится и, я думаю, усилится и убыстрится процесс распада так называемого Пакс Американо, то есть этого американского мира, мира безопасности, на котором зиждется безопасность таких стран, как Украина. Майкл, ты теперь? Ну, я, ты знаешь, всегда говорил с 2014 года, что Украине никто не поможет, кроме нее самой. И все внешние силы, они могут навредить только какая-то активная. Ведь Украина, она заложник в данной ситуации, потому что любая какая-то политика активная США в сторону Украины, она приведет к возрождению либо появлению какой-то новой активной политики со стороны Москвы. И в этом плане американцы эту ошибку тоже учли, именно поэтому они сейчас в Белоруссию не лезут. Это то, что вот белорусская позиция... Майкл, послушай, пожалуйста, я по-другому... Ответ какой? Ничего, никакой разницы. Мое мнение, что никакой разницы особо не будет. Будет какая-то ширма, будет какой-то фантик, где-то вот нарисовано, а активных сильных действий не будет.
Хорошо, у Ничего нас не есть еще по минуте. По-другому сформулирую вопрос. Так как как бы украинская ситуация, и ситуация вообще в Европе и в мире зависит от того, насколько будет сильнее давление на Россию, или останется нынешним, или уменьшится, по-другому задам вопрос. Кто из двух кандидатов, объективно только постарайтесь, несмотря на ваши симпатии, будет больше прилагать усилий к придушению русского рейха, который всех задолбал, если честно, и что-то типа аналогичного придушения Советского Союза, когда он тоже всех задолбал. Питер первый. Минута. Я думаю, несомненно, все-таки это будет Байден, хотя бы потому, что у него есть личные счеты с Путиным. Путин топил за Трампа и против Хиллари. Путин развел всю эту ситуацию, всю эту историю с буризмой и очернением Хантера, то есть в том числе через известных нам с тобой подельников, посредников в Украине, из числа медийщиков, из числа людей пятой колонны, которая присутствует в Украине. Это все происходило по наускиванию Москвы. Байден, несомненно, будет лучше, а Трамп, как ты правильно заметил, до сих пор почему-то удивительным образом не нашел в себе внутренних сил осудить сколь-либо жестким словом Владимира Путина. Это остается неразрешенный вопрос, а также тут нужно присовокупить, ты помнишь, недавно пару лет назад, он вслух начал размышлять, а чей все-таки Крым? Тебе, Айдер, очень близкий вопрос. И вот начал размышлять в духе того, что, там говорят большинство на русском, наверное, и Крым русский. Трамп инстинктивно тяготеет к таким авторитариям, как Путин. Он, собственно, и является сам таким, только ему не хватает ни ума, ни дисциплины. Но была бы на то его воля, я думаю, 4 года Трампа это будет приближение к модели какого-то нового Ялтинского договора, где не будут учитываться интересы таких игроков, как Украина. Спасибо, Питер. И минута у Майкла. Поведение американских всех президентов в первый срок и второй всегда отличалось во всю историю США. Я хочу еще раз напомнить про Барака Обаму, который открыто сказал Медведеву, есть видео на CNN о том, что мне надо переизбраться, а потом поговорим. Я вас уверяю, что Трамп до переизбирания и Трамп после, если он переизберется, это будет два Трампа разных абсолютно. И опять же, меня не особо волнует этот фантик. Меня волнует подтвержденная документально и экспертами, и богами оппозициями, такими как Буковский, который назвал их всех, Байдена, вот и всех прочих, абсолютно некомпетентными людьми. Я боюсь очень искренне того, что Байден начнет свою ресет-программу. О том, что вот у Хиллари это не получилось, а у меня получится. И вот если ресет у Байдена, то тогда они могут по Крыму задать вопрос. Я уверен, но это, я могу ошибаться, но это моя личная уверенность, что у Трампа как раз слишком много счетов не оплаченных в сторону Путина, и ему надо переизбраться. Даже не у Трампа, а у республиканской партии. Простите, я неправильно выразился. Поэтому, опять же, это не мои симпатии, а это common sense, который я просто вижу. Классный эфир получился. Спасибо, Питер. Спасибо, Петр. Спасибо, Айдер. Спасибо, Майкл. Спасибо, ребята. Несмотря на разные Спасибо. точки зрения и разные вообще прогнозы, безумно интересно. Но я так понял, что все-таки прогноз такой. У Питера это прогноз Байден, а у Майкла прогноз Трамп. Я правильно все понял? Айдер, внесу коррективу. Победит Байден, скорее всего, но не факт, что при этом станет президентом. Ага. И последнее слово Майкла Таллера. Мой прогноз, что будет месяц тряски. Вот это мой прогноз. Сумасшедший тряски. Не дай нам Бог жить в интересное время, да? Ребят, спасибо Да, большое. добро. Спасибо всем, кто нас смотрел. Смотрите АТР. И в том числе в следующих выпусках наших программ, в следующие дни. Безумно интересно, конечно. Всего доброго. Смотрите АТР.